есть я была кормящей матерью на тот момент, когда меня задержали. Далее меня закрывают УВС города Каракол. Раздела женщина, заставляет раздеться полностью догола. То есть я раздеваюсь, она забирает мои вещи. Всю ночь горел свет, капала вода с раковины. Именно где вот находится место для туалета, висела камера. То есть прям. Следователь приходит к выводу о том, что юристы, имея диплом об общем образовании, о получении звания юриста, потенциально являются преступниками. Действия отдельных сотрудников ГКНБ вызывают очень много вопросов. Превышение служебных полномочий, и здесь четко прослеживается коррупционная схема. Судебная коллегия Иркутского областного суда города Каракол отменяет решение за первой инстанции. То есть волокитит это дело. Абсурдность ситуации в том, что предприниматель должен заниматься предпринимательской деятельностью, а не участвовать в этой бесконечной судебной круговерти. Я уже говорил по этому вопросу, будет обращение к председателю Верховного суда Сатыеву. Жүзден ашуын атамекендік ишкерлер укук коргоо органдарынын өзгөчө УКМК тараптан болгон кыянаттык аракеттеринен жапа чегип, бүгүн бийликтен адилеттүүлүктү талап кылып жатышат. Жабыркаган ишкерлердин бири Диана Афанасьева. Анын окуясы арыздануучулардын айтымында укуктук механизмдер талаптагыдай иштебеген шартта алар туш болуп жаткан системалык мыйзамсыздыктын айкын мисалы болуп саналат. Далее, в 2024 году, в январе месяце, в отношении меня было возбуждено уголовное дело. Меня задерживают по истечении месяца после того, как я родила. Я родила 24 декабря. Роды были сложные, меня задерживают. Далее задерживают в Бишкеке. Далее увозят в город Каракол. Забирают моего сына, передают органам опеки и моей матери. То есть я была кормящей матерью на тот момент, когда меня задержали. Далее меня закрывают в УВС города Каракол. Там было содержание нечеловеческим, мягко говоря. То есть на улице мороз, минус 14, минус 18. Я уже не могу, да, точно, не помню точно. То есть зима на улице, меня зовут, помещение неотапливаемое. Помещение велся ремонт. То есть была просто такая вот шторка. Меня по протоколу как бы все правильно. Раздела женщина, заставляет раздеться полностью догола. То есть я раздеваюсь, она забирает мои вещи. Я нахожусь в этой комнате. За шторкой заходят разные сотрудники, мужчины. То есть один зашел, посмотрел, между собой разговаривают, кто это, другой зашел, посмотрел. Какое-то время проходит. Сотрудники ГКНБ? Нет, сотрудники милиции. То есть, там, я не знаю, кто там был, потому что может быть милиция, может там еще кто-то. То есть, она заходит, ладно, одевайся. То есть я одеваюсь, снова раздевайся. То есть это было на протяжении такого нескольких раз. Я уже стала высказывать, я говорю, слушайте, я, во-первых, кормящая мать, что вы хотите увидеть? Почему так надо мной издеваетесь? То есть на этот шум уже стали приходить другие сотрудники, стали спрашивать, что у вас происходит. Ну ладно, говорят, одевайся. Все, мне разрешили одеться, далее провели меня в камеру. В камере стояла настолько невыносимая вонь, запах сигарет, запах анаши, еще там чего-то. То есть просто невозможно было дышать. Всю ночь горел свет, капала вода с раковины. Именно где вот находится место для туалета, висела камера. То есть прям вот. Это все зимой, да. То есть, там, не знаю, может быть 10-15 минут, может быть какое-то время просто подходили, стучали чем-то по двери, открывали периодически. Между собой говорили, давай ее поднимай, почему она лежит. Пусть она ходит. То есть проходили вот такие вот манипуляции. Далее меня повезли на станцию, суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста. Затем то каждый день, то через день я приезжала в город Каракол, давала показания. Продолжалось давление на все мои обращения в аппарат президента, на имя председателя ГКНБ. Все это возвращалось обратно в районный ГКНБ города Каракол. То есть никакой реакции не было. Защиту я не получила. Я обращалась и писала заявление на личный прием к генпрокурору. То есть также мне во всем этом было отказано. Затем, далее в следствии на меня было оказано давление, чтобы вынудили меня
под угрозой того, что меня дальше могут изменить меру пресечения из домашнего ареста и заберут у меня ребенка и этапируют у меня в СИЗО, вынудили меня написать заявление об отказе от имущества и далее уже выписать доверенность на указанное ими лицо. Диана Афанасьевага карата айыптоо кордондосу жана тергөө аракеттеринин жүрүшү олуттуу күмөн жаратат деп билдирет ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча бирикменин жетекчиси Махмут Губайдуллин. Анын айтымында процесстин жүрүшүндө мыйзамдын негизги нормалары одоно түрдө бузулган. Ал эми бул жагдай укук колдонуу эмес, тескерисинче басым көрсөтүүнүн алдын ала даярдалган схемасын эске салат. Руководитель следственной группы, заместитель начальника следственного отдела УГКНБ Кыргызской Республики по Иссыкульской области капитан юстиции Н. Ибраимов. Также свое согласие ставит начальник следственного отдела УГКНБ Кыргызской Республики по Иссыкульской области капитан юстиции У. Сарматов. Изучение данного обвинительного акта, знаю, это повесть Агаты Кристи. Следователь приходит к выводу о том, что Дина Афанасьева имеет высшее юридическое образование, имеет адвокатскую лицензию и, обладая юридическими знаниями, могла совершить преступление в виде мошенничества. Абсурдность таких выводов заключается в том, что, получается, юристы, имея диплом об общем образовании, о получении звания юриста, потенциально являются преступниками. То же самое можно сказать о заместителе прокурора Иссыкульской области Джумагулове, об остальных товарищах. Они имеют высшее юридическое образование. Соответственно, они должны иметь. Получается, исходя из этого вывода, и Ибраимов, и Сарматов потенциально являются тоже преступниками. Они же имеют высшее юридическое образование, имеют воинские звания. Вот 2 капитана юстиции. Бардык инстанциялардагы соттордун чечимдери Диана Афанасьеванын пайдасына чыкпаганына карабастан, ишкер адилеттүүлүк акыры орнойт деген үмүтүн жоготпой келет. Махмут Губайдуллиндин айтымында буга толук негиз бар. Бул иш боюнча жаңы ачылган жагдайлар пайда болуп, мурдагы чечимдерди кайрадан карап чыгууга жана ишке таптакыр башка нук берүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Решение Верховного суда, оно оспаривается только в 2 случаях. Первое. Это в связи с возникновением вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны следователю и суду на момент вынесения приговора. Сейчас действия отдельных сотрудников ГКНБ вызывают очень много вопросов. Тут наглядно видно и злоупотребление должностным положением, и превышение служебных полномочий. И здесь четко прослеживается коррупционная схема. Конечно, здесь идет открытый рейдерский захват чужого имущества и грубейшее нарушение конституционных прав и законных интересов наших граждан. Диана Афанасьеванын окуясы жалгыз көрүнүш эмес. Анын артында окшош коррупциялык схемалардын жана рейдерлик басып алуулардын курмандыгы болгон көптөгөн ишкерлердин тагдыры турат. Эң тынчсыздандырганы көйгөйдүн масштабы гана эмес. Арыздануучулардын айтымында мындай көрүнүштөргө атайын кызматтардын жана укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери түздөн түз катышып жатканы. В дополнение к вышесказанному, вот по центру отдыха «Фонтан», там имеются добросовестные приобретатели имущества. Это коттеджи, бунгало, другое имущество недвижимости. На примере предпринимателя Пенькова
Юрия Павловича. Он на законном основании, надлежащим образом оформив, приобрел 17 земельных участков на территории центра отдыха «Фонтан». Однако, вместо того, чтобы на законном основании заниматься предпринимательской деятельностью, вынужден мотаться по бесконечным судебным процессам, где его исковое заявление полностью удовлетворяет суд первой инстанции, но затем в апелляционном порядке дело попадает в судебную коллегию Иссык-Кульского областного суда города Каракол. И суд в составе Кажемкуловой, Абдраимова, Дайканова выносит решение отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Основанием является отсутствие подписи секретаря в протоколах судебных заседаний. Протоколы в деле есть, подписаны судьей, заседания проводились. По формальным причинам судебная коллегия Иссык-Кульского областного суда города Каракол отменяет решение суда первой инстанции. То есть волокитит это дело. Абсурдная ситуация в том, что предприниматель должен заниматься предпринимательской деятельностью, а не участвовать в этой бесконечной судебной круговерти. Жыйынтыктап айтканда, ак ниет ишкерлердин наразычылыгын күчөп жаткан шартта алардын укуктарын коргоо боюнча бирикменин жетекчиси Горький атындагы аянтта тынчтык акциясын өткөрүү ниетин билдирди. И вот на сегодняшний день президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич Жапаров, премьер-министр Кыргызской республики говорят о том, что необходимо привлекать инвесторов. Но кто будет вкладывать деньги в экономику Кыргызской республики, когда наше правосудие и судебные органы не могут защитить отечественных добросовестных предпринимателей, которые платят налоги и развивают бизнес-среду нашей республики? Я уже говорил, по этому вопросу будет обращение к председателю Верховного суда Сатыеву. И на мирном собрании, которое пройдет 5 мая 2026 года в городе Бишкек, в сквере имени Горького, мы выработаем пошаговый план реабилитации всех незаконно осужденных и предпринимателей, у которых незаконно было изъято их собственность, их имущество. С уважением, председатель общественного объединения по защите прав предпринимателей Губайдуллин Махмуд Мидхатович.